Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Первые итоги перемирия в Сирии. Пока кое-где еще стреляют, но уровень насилия уже снизился. Ударам подвергаются только города, подконтрольные радикальным группировкам. Неужели Америка и Россия заключили мир только для того, чтобы убивать этих овец? Казахстан и Россия не смогли договориться о передаче Казахстану железнодорожной станции Петропавловск, которая сейчас находится под полным контролем российских железных дорог. За Казахстаном же остались две российские грузовые станции. Это очень сложно в плане того, что мы находимся в Казахстане, живем в Казахстане, но должны ориентироваться на другое время. Американские стратегические ядерные ракетоносцы Б-1 в ответ на северокорейские испытания боеголовок на низкой высоте пронеслись над 38-й параллелью, разделяющей две Кореи. Китай призывает всех сохранять рассудок и не доводить дело до ядерной войны в регионе. У нас на глазах регион погружается в порочный круг, из которого потом будет очень сложно найти выход. Европа и Америка сомневаются в честности парламентских выборов в Беларуси, несмотря на то, что в парламент попали два оппозиционера. Президент Лукашенко тем временем смог похудеть сразу на 13 килограммов, следуя диете российского премьера Дмитрия Медведева. Все белорусские способы похудения Лукашенко не помогли. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Вот так и ловим. Ловля непуганной рыбы ночью, руками, в ручье, вслепую. Жители глухой кыргызской деревни освоили новый способ рыбалки, который позволяет им выжить. Вначале мы хватали рыбу за хвост, но ей часто удавалось вырваться. Потом мы поняли, что надо хватать ее в области жабер. Из Сирии, где сутки назад был объявлен режим всеобщего прекращения огня, поступают новые кадры авиабомбардировок сирийских городов. Правда, информационное агентство, в частности Рейтер, утверждает, что эти видео были сняты в последние часы перед перемирием, когда все воюющие стороны еще продолжали атаки. Это кадры сирийского города Хомс, по которому нанесли удары неопознанные пока самолеты. Точно установить время этой бомбардировки трудно. Также до конца непонятно, под чьим именно контролем находятся городские районы, по которым наносились удары. Если эти территории контролируются радикальными исламистами, на которых прекращение огня не распространяется, то вполне возможно, что бомбежка производилась уже после этого. Между тем, местные жители убеждены, что авиаудары являются нарушением режима прекращения огня. Неужели эти животные как-то обидели Башара Асада? Неужели Америка и Россия заключили мир только для того, чтобы убивать этих овец? Российские военные самолеты выпустили ракету. Слава богу, никто не был убит. Но это не только первый день перемирия, но первый день Айда. И слава Аллаху, что нет жертв, а есть только несколько убитых овец. Тем временем Америка и Россия подводят итоги первых часов общесирийского перемирия. Госсекретарь США Джон Керри высказал удовлетворение по поводу снижения уровня насилия по всей Сирии. Соглашение о прекращении боевых действий вступило в силу несколько часов назад по вашингтонскому времени, и первые отчеты нас не могут не радовать, поскольку они говорят о том, что уровень насилия уже снижается. Российское военное командование сообщает, что уже в ближайшее время американские и российские ВВС начнут наносить совместные авиаудары по позициям группировок, которые обе страны считают террористическими. Российские ВКС продолжат наносить удары по целям террористов на территории Сирии. Для определения объектов поражения российской и американской сторонами создается совместный исполнительный центр, что позволит координировать нанесение ударов ВКС России и авиации коалиции, возглавляемой США. Между тем, по-своему воспринял договоренности между США и Россией сирийский президент Башар Асад. Совершая пешую прогулку по пригороду Дамаска Дарайи, откуда после переговоров недавно ушли все повстанческие радикальные группировки, Асад изложил свое видение будущего Сирии с ним во главе. Я хочу, чтобы всем было понятно. Сирийское государство намерено очистить от террористов каждый район, чтобы там снова было безопасно. Мы будем восстанавливать инфраструктуру и отстраивать заново все, что сможем.
В сирийском Алеппо, который гражданская война разделила на две части, западную проправительственную и восточную повстанческую, сразу же после объявления перемирия на улице вернулась жизнь. Особенно это заметно в проправительственной части города, которая меньше пострадала от бомбардировок. Хотя даже здесь местное население сомневается, что режим прекращения огня будет соблюдаться. Перемирие было бы еще более прекрасным, если бы на нас не нападали боевики и не делали бы нам больно. Вот это было бы действительно хорошо. Да, у нас есть перемирие, но всегда, когда оно наступает, боевики его не хотят соблюдать. Но каждый раз, когда оно наступает, они компрометируют все соглашения о мире. Мы надеемся, что на этот раз все будет иначе, и Аллах сделает нашу армию непобедимой. А в восточном Алеппо на улицах людей значительно меньше. Однако впервые за долгие месяцы на жилые кварталы в минувшие сутки не упало ни одной бомбы. Я работаю с 9 утра. Люди начинают выходить из дома, и пока что все в порядке. Никаких самолетов. С самого утра в небе ничего не слышно. По оценкам ООН, из Сирии за 5 лет войны бежали около 5 миллионов человек, в их числе этнические армяне. Многих из них армянские власти расселили на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Как живут те, кто попал из одной горячей точки в другую, в репортаже Арута Мансуряна. В семье Осмарян следят за новостями из Сирии. 4 года назад они покинули свой дом в Алеппо. Это одна из тысяч семей этнических армян, которые бежали от войны в Сирии. У нас есть родственники, молодые ребята. Они исчезли, и мы ничего о них не знаем. Семья Овика и Изабелла Осмарян живет сейчас в Степанакерте, в Нагорном Карабахе. До Алеппо 1000 километров. Вот уже 3 дня у них нет связи с родственниками и друзьями. Семья Осмарян уехала из Сирии, оставив позади смерть и разрушение, но оказалась в другой горячей точке. В апреле в Нагорном Карабахе начались бои. Десятки людей были убиты во время самого резкого обострения конфликта за последние 20 лет. Овик оставил семью, свой новый дом, тихий двор, и вместе со своим братом пополнил ряды резервистов. Но воевать не пришлось. Мы знали, что рано или поздно здесь будет война. Осмаряны оставили в Алеппо процветающий бизнес, торговлю автозапчастями. Овик не первый человек в семье, которому пришлось покинуть родной дом в результате конфликта. Во время резни армян в 1915-м его дед бежал из Турции в Сирию. В сентябре 2012-го семья Осмарян бежала в обратном направлении, уезжая на машине из Сирии в сторону Турции. Мы добрались до турецкой границы, увидели турецкий флаг и обрадовались. Это было неожиданно. Мы никогда бы не представили себе, что увидим флаг нашего старого врага и почувствуем себя в безопасности. С начала сирийского конфликта около 18 тысяч армян спаслись таким же путем и приехали в Армению. Около половины из них остались, остальные переехали в другие страны. По словам официальных лиц в Армении, в Нагорном Карабахе поселилось лишь 90 человек. Азербайджан осуждает любое переселение сирийских армян в Карабах, заявляя, что это способствует аннексии региона со стороны армян. Казахстан и Россия не смогли договориться о передаче Казахстану железнодорожной станции города Петропавловск, которая географически находится в Казахстане, но фактически под контролем российских железных дорог. Переговоры шли несколько лет, но ни к чему не привели и только усугубили проблемы казахстанских пассажиров. Подробности в репортаже Айнур Коскиной. Государство в государстве, так называют пассажиры железнодорожный вокзал казахстанского города Петропавловск. Мы выезжаем из Астаны, к примеру, я живу в Астане. Мы выезжаем из Астаны время казахстанское, приезжаем в Петропавловск, здесь московское. То есть нам нужно переводить постоянно время, путаемся, при том, что еще Москва переходит на летнее, на зимнее время. То есть мы должны знать, когда они перешли, где 2 часа прибавлять, где 3. Это очень сложно в плане того, что мы находимся в Казахстане, живем в Казахстане, но должны ориентироваться на другое время. ЖД-вокзал областного центра Северо-Казахстанской области в собственность российских железных дорог перешел во времена распада Советского Союза. Бывшая общая страна переплела пути так, что их невозможно разделить. Технологические границы, госграницы они не совпадали. Мы произвели обмен 5-6 лет назад участками границ нетранзитными. На данный момент, в ближайшие несколько лет, мы не планируем, но эту работу ведем.
Станция Петропавловск, расположена на территории Казахстана, находится под управлением Южноуральской российской железной дороги. Есть такие же две аналогичные станции – Илецк в районе западного Казахстана и станция Локоть ближе к Алтаю. Обе на территории России и обе находятся под управлением казахстанских железных дорог. 7 лет назад между странами был подписан протокол, по которому должен был произойти обмен спорными участками дорог. Процесс занял 3 года, и в итоге пришли к тому, чтобы оставить все как есть. Обмен коснулся лишь участка 500 километров. Это транзитный участок Транссиба. Если мы сейчас будем говорить о том, что этот вокзал и участок должен быть казахстанским, российская сторона имеет планы построить в обход дорогу. Тогда этот участок не будет нужен. Там в основном более 95% грузов и поездов проходят транзитом из России в Россию через Казахстан. До 2010 года стоимость ЖД-билетов, купленных в Петропавловске, существенно отличалась от общеказахстанских. Тарифы российского перевозчика были дороже. После достигнутых переговоров ситуация изменилась, но билеты на поезда казахстанских железных дорог в здании вокзала так и не продают. Их можно приобрести с процентной накруткой в кассах турагентств, расположенных в ларьках напротив. Но больше всего проблем возникает у пассажиров с онлайн-билетами. Я покупаю билеты в интернете, и здесь их распечатать не могу. Я пришла на вокзал, спросила, мне сказали, что аппаратов, которые распечатывают билеты, купленные онлайн на Казахстан Темиржолы, они не распечатываются. Меня отправили в кассу, которая находится около вокзала, то есть даже не в самом вокзале. Там мне тоже не смогли распечатать билеты, они мне предоставили справку о том, что я оплатила билеты. И сказали, что я могу предъявить ее. На кассе спрашивают, где вы покупали билет, на казахстанских сайтах или на российских. Если на российских, тогда здесь же в кассе их можно распечатать на вокзале. Министр по инвестициям и развитию Казахстана Жинис Касымбек еще в бытность вице-министром, курирующим транспорт, обещал разобраться с ситуацией по использованию онлайн-билетов. В других городах при посадке достаточно предъявить электронную версию на любом гаджете. Проводники при помощи специальных устройств считывают штрих-код и отдают пассажиру посадочный талон. Однако в Петропавловске и эти правила не действуют. С электронными билетами мы будем разбираться. Но другие билеты вы можете купить и с этой станции в любую точку Казахстана поехать. Ограничений нету. Вокзалы и аэропорты во всех государствах имеют статус стратегических объектов. Пока между Казахстаном и Россией сохраняются дружеские отношения, волноваться вроде бы не о чем. Но риторика российских деятелей, скандальных политиков в отношении северных регионов Казахстана время от времени заставляют задуматься о том, как распорядится собственник вокзала Петропавловска при непредвиденных обстоятельствах. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Далее в программе. Американские стратегические ядерные ракетоносцы Б-1 в ответ на северокорейские испытания боеголовок на низкой высоте пронеслись над 38-й параллелью, разделяющей две Кореи. Китай призывает всех сохранять рассудок и не доводить дело до ядерной войны в регионе. У нас на глазах регион погружается в порочный круг, из которого потом будет очень сложно найти выход. Европа и Америка сомневаются в честности парламентских выборов в Беларуси, несмотря на то, что в парламент попали 2 оппозиционера. Президент Лукашенко тем временем смог похудеть сразу на 13 килограммов, следуя диете российского премьера Дмитрия Медведева. Все белорусские способы похудения Лукашенко не помогли. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Вот так и ловим. Ловля непуганной рыбы ночью руками в ручье вслепую. Жители глухой кыргызской деревни освоили новый способ рыбалки, который позволяет им выжить. Вначале мы хватали рыбу за хвост, но ей часто удавалось вырваться. Потом мы поняли, что надо хватать ее в области жабер. Все ведущие мировые СМИ опубликовали видео настоящего сражения между жителями южно-китайской деревни Вукан и полицейским спецназом. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Столкновения произошли сразу после того, как вновь избранный мэр рыбацкой деревни был заключен в тюрьму по обвинению в коррупции. Китайские власти пытались упредить беспорядки, однако ОМОН не смог справиться со своей задачей и был вынужден отступить под градом камней, которыми забрасывало солдат практически все местное население. Деревню Вукан считают символом китайской демократии снизу. В 2011 году ее жители в ходе восстания добились того, что им разрешили, в порядке исключения, выбирать мэра и местное законодательное собрание. Теперь, после того, как 13 человек были задержаны, китайские власти, возможно, отменят прославившуюся на весь мир местную народную демократию.
В ответ на испытание ядерных боеголовок в Северной Корее американское военное командование прибегло к демонстрации силы на Корейском полуострове. Стратегические ядерные бомбардировщики Б-1 ВВС США на низкой высоте пролетели в районе 38-й параллели, которая разделяет Северную и Южную Кореи. Полет американских стратегических бомбардировщиков дважды откладывался из-за плохой погоды. Неизвестно, имели ли самолеты ядерные бомбы и ракеты на борту, но американцы и их южнокорейские союзники заявляют, что полет является однозначной демонстрацией военной мощи. Военные США и Южной Кореи заявляют о своей готовности нанести упреждающий удар по Пхеньяну. Сегодняшняя демонстрация дает лишь один пример из полного спектра доступных военных возможностей. Это большой арсенал, и это является частью наших усилий для укрепления и расширения нашего совместного сдерживания. Как мы уже несколько раз предупреждали, если Северная Корея устроит военную провокацию, они встретят твердый ответ, который потрясет саму основу северокорейского режима. А вот как отреагировал соседний Китай, где очень обеспокоены эскалацией на Корейском полуострове. Я думаю, что позиция Китая очень ясна. В нынешней ситуации мы надеемся, что все стороны сохранят рассудок и сдержанность и перестанут раскручивать спираль эскалации. У нас на глазах регион погружается в порочный круг, из которого потом будет очень сложно найти выход. И это, я думаю, не отвечает ничьим интересам. Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон после очередного обморока на публичном мероприятии в Нью-Йорке сделала заявление о том, что ее здоровью ничего не угрожает, и она готова продолжить предвыборную гонку. Между тем, Клинтон предстоит серьезно доказывать своим избирателям, что ее болезни не станут препятствием на пути к Белому дому. Проблемы со здоровьем Хиллари Клинтон подтвердил и супруг, экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. Подобное случалось с ней периодически на протяжении многих лет, когда ее организм переживал сильное обезвоживание. Она работала как проклятая, когда была и госсекретарем, и сенатором. 11 сентября во время церемонии в память о жертвах нападений 2001 года Хиллари Клинтон стало плохо, и она едва не потеряла сознание. Позже стало известно, что у политика пневмония. В понедельник в интервью CNN кандидат в президенты от демократов призналась, что не восприняла диагноз всерьез и поэтому не стала о нем рассказывать. При этом врач советовал Клинтон взять на 5 дней больничный, но она отказалась. Что именно случилось с политиком 11 сентября, объясняет врач-пульмонолог Лэн Хоровиц. Похоже, что у нее упало давление из-за обезвоживания и, скорее всего, температуры. Она кашляла с прошлой недели. В пятницу у нее обнаружили пневмонию. Она начала принимать антибиотики и не прекращала работать. На церемонии она стояла на солнце, было жарко. И это, я думаю, тоже сыграло не в ее пользу. По словам бывшего госсекретаря, сейчас она чувствует себя хорошо и через несколько дней готова возобновить предвыборную кампанию. И 68-летняя Клинтон, и 70-летний Трамп пообещали в ближайшее время опубликовать подробный отчет о состоянии своего здоровья. По мнению политолога Майкла Корнфилда, это важный шаг. Когда она вернется в строй, ей надо будет произносить речь и ответить в ней на все возможные вопросы, не оставить белых пятен. Если она не сможет все объяснить, то это лишь укрепит образ ее как человека, который не доверяет американскому народу. Выборы президента в США запланированы на 8 ноября. В Беларуси выбрали новый парламент 6-го созыва. Впервые за 12 лет в нем будет представлена оппозиция. В парламент смогли пройти 2 оппозиционных кандидата. Как только не зазывали избиратели к урнам, в буфетах осетрина, поросята и играющие баянисты. В итоге, по официальным данным, на участки пришло около 75% избирателей. Но в социальных сетях сотни фотографий полупустых участков в Минске, где явка была небольшой. В Палате представителей Национального собрания, это нижняя палата парламента, будет представлено 5 основных политических партий страны, в числе которых и коммунисты. Что касается оппозиционных депутатов, один кандидат прошел от оппозиционной Объединенной гражданской партии, второй от общественного объединения Товарищества белорусского языка. Смогут ли 2 оппозиционера, а всего в палате 110 депутатов, изменить белорусский парламентаризм? Мы решили спросить минчан. Всего 2 человека от оппозиции. Я не считаю это победой, потому что они не сами прошли, их просто пропустили. Ну, было бы там хотя бы человек 20, может, что-то изменилось бы. А что 2 человека?
Я думаю, ничего вообще не изменится. Почему вы так думаете? Потому что депутаты делают? Как показывали независимые сайты, что выборов как бы особых и не было у нас. Явка была меньше 50%, поэтому... В Центр избиркоме заявляет, что состав нового парламента адекватен, в смысле соответствует обществу. По словам Александра Лукашенко, выборы прошли спокойно. Независимые же наблюдатели и активисты рассказывают о случаях вброса бюллетеней и каруселях. В ОБСЕ тем временем огорчились из-за незначительного, цитата, прогресса выборов. Власти Беларуси недостаточно полно выполнили свои обязательства по демократизации избирательного процесса, цитирует Интерфакс заявление спецкоординатора миссии на выборах. Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко накануне выборов смог похудеть на 13 килограммов. Это событие, если судить по реакции в прессе, затмило собой весь избирательный процесс. Как заявляет Лукашенко, сбросить вес ему помогла специальная диета российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Лукашенко пообещал гражданам страны поделиться секретами чудесной диеты. До этого президент Беларуси уже пытался худеть по собственной методике. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну, съесть ты селедку ее там с рыбой. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Много говорим об этом раздельном питании. Но никто же этим не занимается. Я же не говорю, что это дорого. Есть надо только свои продукты. Ни в коем случае не надо эти иностранные все. Это не для нашего организма. Травим себя чем попало. Жители глухой кыргызской деревни добывают пищу буквально голыми руками. Они ловят рыбу без специальных приспособлений. Здесь практически нет машин, а электричество провели всего несколько лет назад, поэтому рыба не пуганная и в большом количестве. Об особенностях кыргызской рыбалки расскажет Джибек Бегалиева. Удочки и сети на рыбалку в Зардалы не берут никогда. Деревня-то отдаленная и глухая, поэтому и рыба здесь не пуганая. Ловить ее можно прямо руками, стоя в воде. Рыба выплывает по ночам. Вот, смотрите, здесь, например. Вот она. Вот так и ловим. Днем, рассказывает Сапарали, рыбки более осторожны. Подобраться к ним практически невозможно. Схватить скользкую добычу можно только в специальных перчатках. Тому, кто не умеет это делать, ловить рыбу, будет сложно. Например, когда к нам присоединяются люди из других деревень, им бывает нелегко. Поначалу и нам было сложно. Без перчаток ловить рыбу невозможно. Усен Мусаев один из первых, кто начал выходить на рыбалку без всякого снаряжения. То, что по ночам рыба из больших водоемов заплывает в мелкие речушки, местные жители заметили несколько лет назад. Вначале мы хватали рыбу за хвост, но ей часто удавалось вырваться. А потом мы поняли, что надо хватать ее в области жабер. Опытный ловец рыбы делает именно так. Водится здесь только один вид рыбы – маринка. Вес самый большой, которую как-то поймал Усен, едва достигал 1 килограмма. Но за большим уловом местные жители не гонятся. Рыбу зардалинцы не продают и едят сами. И говорят, что из-за чистоты воды и воздуха любое блюдо из нее получается необыкновенно вкусным. Джибек Бегалиева, Денис Шайдаров, Баткенская область, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.